Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. 19 мая во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял вице-президента Всемирного банка госпожу Анну Берде. На встрече были обсуждены вопросы текущего сотрудничества и перспективы отношений Таджикистана со Всемирным банком. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, в том числе финансированием за 28 лет партнерства Всемирным банком 100 проектов в различных сферах на общую сумму $2,1 миллиардов. В ходе встречи обсуждены вопросы ситуации в Таджикистане в период пандемии COVID-19, ее влияние на экономическое, социальное положение страны, сотрудничество правительства Таджикистана с партнерами по развитию для предотвращения этого инфекционного заболевания и ликвидации его последствий. При этом была выражена надежда, что Всемирный банк, как надежный партнер Таджикистана, в этот критический период продолжит способствовать реализации дальнейших планов правительства страны в направлении ликвидации последствий пандемии коронавируса и обеспечения устойчивого развития. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, поддержки государственного бюджета, развития предпринимательского сектора, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял руководителей делегаций, участников заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. На встрече предметом обсуждения стали вопросы выполнения плана мероприятий по реализации решений заседания Совета коллективной безопасности и приоритеты председательства таджикской стороны в Организации договора о коллективной безопасности. И в этой связи, в частности, были отмечены заседания Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ, прошедшие в городе Душанбе в апреле текущего года. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан в период своего председательства в Организации договора о коллективной безопасности в соответствии с обозначенными приоритетами эффективно выполняет функции председательства при поддержке государств-членов. Было подчеркнуто, что необходимо провести всесторонний анализ деятельности организации за прошедший период и разработать стратегию развития организации договора о коллективной безопасности до 2025 года с учетом приоритетов на будущее. На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества между странами в рамках организации договора о коллективной безопасности, в том числе обеспечение региональной безопасности, реализации программ, организации по усилению защитного потенциала таджикско-афганской границы, совместной борьбы против угроз и опасностей мирового сообщества, таких как терроризм, экстремизм, транснациональная организованная преступность, в особенности незаконный оборот наркотиков. В завершении встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пожелал успехов в работе заседания Совета министров иностранных дел, Организации договора о коллективной безопасности и выразил надежду, что результаты сегодняшней встречи будут плодотворными для достижения намеченных целей. А во второй половине дня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, тепло и искренне встретил в международном аэропорту Душанбе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Таджикистан. В честь достойного приема высокопоставленного гостя, главы дружественного государства Казахстан, площадь международного аэропорта Душанбе торжественно была украшена лозунгами и государственными флагами Таджикистана и Казахстана. Также большое число молодежи и подростков страны встретили высокочтимого гостя цветами и флагами двух дружественных стран и лозунгами
лозунгами дружбы народов. В ходе встречи глав государств глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Токаева в Таджикистане. Была выражена уверенность, что результаты официального визита будут способствовать укреплению и расширению сотрудничества, дружеских отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Сегодня в Душанбе состоялось заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. На заседании, которое проходило под председательством министра иностранных дел Таджикистана, приняли участие министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В ходе заседания, состоявшегося в узком и расширенном форматах, стороны рассмотрели состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ. В свете предстоящих в 2022 году знаменательных для ОДКБ дат, это 30-летие подписания договора о коллективной безопасности и 20-летие самой организации, министры обсудили ход подготовки к юбилейным мероприятиям и соответствующее взаимодействие между государствами-членами. Были также рассмотрены и приняты решения о совместных мерах наших дипломатических представительств по наращиванию информационной работы о деятельности ОДКБ, а также план консультаций представителей министерств и ведомств государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года, первое полугодие 2022. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ прошло в конструктивном духе, присущим государствам-членам организации. По итогам заседания были одобрены и подписаны соответствующие решения. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.